Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня вся Россия отмечает замечательный осенний праздник День учителя. И сегодня у нас в гостях почетный работник образования Российской Федерации, директор лицея имени Лобачевского, очаровательная Елена Скобельцина. Встречаем! Елена Германовна, здравствуйте! Здравствуйте! Как говорят татары, байрам белен, с праздником, с Днем Учителя вас! Байрам белен. Вау! Скорее, скорее, горячие пирожки. Это горячие пирожки для вас. Я знаю, что сегодня мы будем готовить для наших очаровательных учительниц и учителей вкусный обед. Но мне кажется, что прежде чем мы начнем, вы должны подкрепиться. Эти пирожки испекли в школьной столовой, в лицейской столовой. Но они несравненные. Наш завпроизводство умеет их печь так, как никто другой. Вот так вот, дорогие друзья. А я думал, что все-таки, будучи учителем, вы мне принесете книгу. Ну, да, пирожки, конечно. спасибо. Наш лицей является структурным подразделением Казанского федерального университета. Но есть у него история и более старинная. Лицей располагается в здании бывшей Мариинской гимназии, которая с 19 века служит образованию. Это книга о Мариинской гимназии, о ее традициях и незабываемых учителях. А эта книга посвящена выпускникам и вообще школе, 9-й спецшколе ВВС, которая располагалась с 1941 по 1954 год в здании лицея. Выпускники летной школы до сих пор наши гости. И если сегодня им понравится, как мы с вами готовим, я думаю, с удовольствием примут участие и воспользуются вашим гостеприимством в следующий раз. Они тоже умеют готовить. Вот что значит профессиональный учитель. Елена Скобельцина, кандидат педагогических наук, директор лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета. Родилась 28 июля 1960 года в Казани. В 1986 году окончила физический факультет Казанского государственного университета. Свою трудовую деятельность начала инженером спектральной лаборатории завода «Электроприбор». Но любовь к педагогической деятельности взяла верх. Елена Германовна в разное время была завучем и учителем физики в школе номер 28, директором русско-татарской школы номер 13. С 2003 по 2011 год занимала должность директора лицея имени Лобачевского при КФУ. Затем 3 года была ректором Института развития образования Республики Татарстан. В 2013 году вернулась в лицей имени Лобачевского, который возглавляет и по сей день. В 2006 году Елене Скобельциной присвоено звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Также решением Президиума Казанской городской думы занесена в Книгу почета города Казани. Сегодня я хотела бы приготовить фаршированные перцы. 3 причины есть на это. Во-первых, осень. Пора, когда сняли урожай перцев, и в каждом доме практически есть эти овощи. Затем есть такой обычай почти что фаршировать. У грузин это талма. У других народов есть такое блюдо, которое называется голубцы. А когда мы говорим о татарской кухне, не знаю, насколько это татарское блюдо, но сколько раз я была в гостях на праздниках у татар, очень часто подавали именно фаршированные перцы. Открою секрет, понимаете, если татарин участвует в приготовлении блюда, то блюдо автоматически татарское. Татарское становится. То есть у нас оно будет интернациональным. С удовольствием начнем его готовить. Так. Тем более мы надели красивые перчатки. Я чувствую себя учителем химии сейчас. На самом деле это очень важно, чтобы руки не касались еды. Потому что соблюдать гигиену – таковы правила, которые мы соблюдаем в нашей столовой. Никогда в жизни не спорил с учителями, и сегодня буду их слушать. Хорошо. Обязательно. Итак, для того, чтобы приготовить фаршированные перцы, нам понадобится
Вот такие продукты, которые сегодня у нас на столе. И я вижу, Руслан, очень хорошо, что вы уже поставили бульон. Так, да. Этот бульон замечательный, бараньи ребрышки. Да, вот они здесь. А бульон очень ароматный, потому что перцы, забегая вперед, скажу, ни в коем случае нельзя опускать просто в воду. Их надо обязательно опускать в кипящий бульон. Я люблю, чтобы он был сварен на бараньих косточках. И мы сегодня Итак, так и делаем. берем перцы Так. и перчики, да, и вот так освобождаем их от шапочек. Руслан, нам необходима емкость для того, чтобы мы могли Так, туда положить секундочку. шапочки. Так, О, шапочки наших перчиков. шапочки от перчиков, да. Кстати, мы с вами сегодня развеем сомнения Да. о том, что учителя не только преподают на уроках, но и умеют готовить, и у них на это есть время, самое главное. Ну, конечно, было бы желание. А время найдется всегда. Сейчас мы приготовили наши перцы, и я думаю, что нам надо взяться за фарш. Так, начинка. Начинка для перцев. Мы договорились с тобой, да, что у нас будет фарш состоять из 2 сортов мяса. Это будет говядина и баранина в пропорции 50 на 50. Поэтому начинка будет очень душистой, вкусной, и в то же время она не будет сухой. Мы сейчас поделим. Пополам. Пополам. Так, вот так. И надо сейчас в этот фарш начать с того, что потереть или порезать мелко лук. Лук. Ну, лук Да. я возьму на себя. Хорошо, спасибо. Лука должно быть много. Тогда начинка будет у нас Сочный. очень сочной. В качестве других ингредиентов для начинки мы будем использовать рис и полбу. Вот. Это один из таких очень интересных ингредиентов татарской кухни. Ну, насчет того, что это ингредиент только касается татарской кухни, наверное, можно и не горячиться, так чтобы говорить. А вообще полба, она очень интересная. Она совсем недавно вернулась на наши столы. И, кстати говоря, вызывает интерес, ажиотаж среди, ну, по крайней мере, моих знакомых точно, потому что многие начали варить кашу из полбы. Вообще увлекаются. Мне тоже нравится. Мы Но в этом вообще- году уже готовили 5-6 блюд на нашей кухне из полбы. Видите, мода. На самом деле очень вкусно, когда мы в качестве начинки используем полбу. Попробуйте, дорогие телезрители, особенно коллеги, учителя. Вам понравится. Все, я начинаю, кстати, плакать. Да-да-да. То ли сочувствие учителям, то ли от лука. Мне очень жаль, что так получилось, что учителя вызывают у вас грусть такую. На самом деле учительство очень счастливое сообщество. Это одна из немногих профессий, которая вообще доставляет удовольствие моментальное человеку, мне Ну, кажется. 56 дней отдыхать в году, это как Но бы... дело не только в отдыхе. Дело в том, что учителем просто так человек не становится. Учителем человек становится по призванию. И уже своей профессии вряд ли может изменить. Потому что на самом деле это состояние души. Это я бы даже сказала, что не работа. Но вы согласны, что, вот, мне кажется, в последние только 5 лет вот статус учителя он начал возвращаться вот к такому серьезной такой профессии? Я считаю, что это целевая программа. Она очень-то даже правильно развивается и реализуется. Это программа повышения авторитета учителя в обществе. И она совершенно своевременна и правильна, потому что если мы сегодня говорим о том, что общество не уважает учителя, то можно сказать, что завтра общество вообще не будет иметь авторитетов. Поэтому мне кажется, что очень своевременно стали поднимать престиж профессии учителя. Сегодня очень много конкурсов профессиональных. Ну вот, а можете сейчас вот нашим зрителям, особенно абитуриентам или школьникам еще сказать какие-то слова, чтобы они пошли получать профессию учителя? Как заинтересовать? Заинтересовать, мне кажется, они должны учиться сначала в лицее Лобачевского, Ну это а да, потом одно все из... произойдет само собой. Дело в том, что многие наши выпускники возвращаются в лицей в качестве волонтеров, и они организуют вожатское движение. Есть даже у нас такая школьная компания «Вожатый 2.0». Суть ее состоит в том, лозунг ее, мантра, обучая других, обучаешься сам. Но это давно
в общем-то, уже доказанная истина, что уже даже есть такой анекдот. Учитель объясняет, ученики его не понимают. Он говорит, ну что ж вы какие, я уже сам все понял. Елена Германовна, замечательный педагог, юморист и кулинар. Мне кажется, последний мы точно проверим сегодня. Да. Так, вы Это почистили чесночок. Я пока, У меня видите, готов лучок. Стихотворение, так, чесночок давайте это мне. надо теперь отжать. Так, секундочку. Для того, чтобы из чеснока вышел сок. Так, сейчас там надо разрезать еще помидорку на 4 части. Так, У помидорки мы вырежем сердцевинку. так, я сейчас уберу все это. Так меня учили всегда бабушка и мама. Елена Германовна, расскажите, пожалуйста, как происходит вот конкретно в вашем лицее дела с питанием школьников? Ну, во-первых, у нас питание школьников организовано, у нас же учатся взрослые дети уже с 7 по 11 класс. Питание организовано так. У нас шведский стол. Чесночок добавляем? Практически. Дети могут выбрать. Единственное, что они подходят с подносами к кассе и платят за свой обед. И, в общем-то, наши ребята, когда заканчивают лицей, всегда отмечают, что одним из бесспорных преимуществ лицея является питание. Школьные, столовые. Всегда говорят, что будем скучать по пирожкам Валерия Дмитриевича. Это так зовут нашего заведующего производства. Мы ему передаем пламенный привет. Да. И спасибо за пирожки отдельно от Конечно, ведущего. он тоже имеет прямое отношение к Дню учителя, потому что много лет работает в образовании. Так, к нашему бульончику я Так, добавил к нашему чесночок, помидорки мы чесночек. добавим. И еще вот сейчас порежем крупно, вот так полосочками. Так, лучок я добавляю? Да. Фарш? Пожалуйста, добавляй. И еще вот так вот надо положить туда морковку. Морковку в Пусть наш она бульончик. тоже варится, да. Так. Лепота. Еще лепота. Можно потереть морковку в фарш тоже чуть-чуть. Если у вас терка. У нас на кухне есть все. О, Так. Пожалуйста. так приятно. Хорошо, что у вас есть все. Итак, мы немного потрем моркови для того, чтобы наши перцы были очень вкусные. Елена Германовна, расскажите, пожалуйста, нам, как вы стали учителем? То есть у Я вас семья стала- учителей, например, или у вас мечта была? Нет, у меня семья не учительская, но мечта, видимо, действительно была с самого детства, потому что, сколько я себя помню, в школе я была всегда командиром какой-нибудь звездочки, потом была вожатой обязательно, и у меня был какой-нибудь подопечный в младших классах или подопечная. А повзрослев в университете, я когда училась, то ездила каждый год работать в лагерь пионерский, вожатый. Затем работала на заводе «Электроприбор», работала старшей пионерской вожатой в лагере. Но поскольку сразу в школу тогда попасть после университета и физического факультета на университете было невозможно, распределение у нас было обязательно на производство, то 4 года отработав на заводе, я затем все-таки пошла в школу и работала 12 лет учителем физики, завучем по учебной работе в 28-й гимназии. Затем в 2000 году была назначена директором русско-татарской школы номер 13 на улице Ахтямова. Очень хорошая школа, очень красивый, хороший педагогический коллектив, дети приятные. Настолько своеобразно, там ведь татарская слобода, и сразу чувствуются традиции, соблюдаются народом. И в том числе в питании тоже. Про питание мы не забываем. Да. А в 2003 году была назначена уже директором лицея Лобачевского. Ну, тогда он был не лицей Лобачевского, это был лицей номер 33 при КГУ. В 2004 году по инициативе ученых Казанского федерального университета лицею было присвоено правительством Республики Татарстан имя Николая Ивановича Лобачевского. А уже впоследствии, вот в прошлом году мы впервые наш лицей приставку «при» убрал, и мы вошли в структуру Казанского федерального университета. Для нас это очень почетно, ответственно, это долгожданное событие. И теперь мы наравне с другими институтами являемся действительно структурным подразделением университета. С чем мы вас и поздравляем. Да.
Так, теперь нам надо наш фарш посолить, поперчить. Ну, не очень сильно, потому что сейчас многие избегают соли. И поперчим. Так. Обязательно поперчим, потому что фарш без перца... Фарш это- перчик любит. Любит фарш перчик, все. И теперь кладем обязательно нашу начинку. Но вот ты больно много приготовил и риса, и полбы. На самом Я на деле, весь лицей, на самом деле, с на вами. весь лицей, да, хватит, конечно. В моей семье у меня мужчины, они всегда говорят, лучше больше мяса, лучше перчики с мясом и с рисом, чем с рисом и с мясом. Чем с рисом. Поэтому я кладу 3 ложки риса, Так, а я 3 ложки 3 полбы. ложки полбы. Так. Ну, можно 4. 4. Ну, я 3 большие с горочкой. Хорошо. И теперь опять надо фарш вымешать так, чтобы он был однородный. А то достанется одному только рис, а другому мясо. Мой фарш дорогие друзья, готов. Мы приготовили 2 начинки. Одна из них с мясом и с рисом, а другая с мясом и с полбой. И буквально через несколько мгновений мы начнем фаршировать наши перчики. Да. Вы по-прежнему смотрите программу «Секреты татарской кухни». Сегодня мы еще раз поздравляем всех учителей России и Татарстана с праздником Днем Учителя. И готовим тутурылган барыш, фаршированные перчики, Тутурылган вместе с директором лицея имени Лобачевского, очаровательной Еленой Скибельциной. Спасибо. Елена Георгиевна, расскажите, что мы сейчас делаем. У нас готовы 2 фарша, У нас 2 начинки. два фарша, и мы сейчас будем фаршировать наши перцы. Так. Но я предлагаю, поскольку у нас начинки несколько отличаются друг от друга, то в красные перцы положить полбу, начинку с полбой, а в перцы желто-красного цвета положить традиционную начинку мяса с рисом. Отлично. Приступаем. Да, так действуем. Надо обязательно помнить о том, что перец не должен быть наполнен прямо до самого края. Должно остаться место, потому что в нашем бульоне рис начнет несколько распухать. И если будет вылезать за края, будет не очень красиво. Мне кажется, вот сейчас ваши выпускники и те школьники, которые учатся в лицее, не только смотрят нашу программу, но и записывают автоматически по привычке все, что вы говорите. Наверное, да. Как прилежные ученики. Кстати, буквально вчера, готовясь к нашей программе, я побывал на сайте Министерства образования Республики Татарстан и увидел очень интересную вещь, с которой я вас поздравляю. Вы победили в конкурсе под названием «Лучший директор Республики Татарстан». И называется он «Наш лучший директор». Да. Елена Георгиевна, мы от всей души вас поздравляем. Расскажите, пожалуйста, что это за конкурс? И он ежегодно проводится. Впервые это было. Как это? Ну, проводится он с 2011 года, этот конкурс. На самом деле, это очень серьезный и важный конкурс, потому что есть конкурсы для учеников. Ученик славит учителя. Есть конкурсы для учителей. Понятно, что тут уже учитель тоже заявляет о себе и говорит, я такой же достоин своих учеников, и я тоже участвую в конкурсах и побеждаю. А для директоров, ну вот когда-то был очень популярный конкурс, я в нем, кстати, тоже участвовала и тоже выигрывала. Это «Лидер в образовании». Но вот в последнее время было не очень много конкурсов. И вот в 2011 году по инициативе Министерства образования Республики Татарстан был такой конкурс основан «Наш лучший директор». На самом деле требования этого конкурса очень просты, с одной стороны, с другой стороны отражает всю деятельность руководителя. Работа, достижения учеников, достижения учителей образовательного учреждения и достижения личные самого директора. И, естественно, достижения образовательного учреждения. То есть можно сказать, вот ваша победа это как бы Это заслуга всего лицея, коллективное, коллектива и учеников. конечно. Елена Георгиевна, посмотрите, пожалуйста, какая красота у нас с вами получилась. Красота, но еще не до конца еще не всё. красота. Дайте, пожалуйста, наши шапочки. Так, Вот. Шапочки. И сейчас мы наши перчики закроем шапочками. и Вот самое главное найти Вот так красиво будет. Вот. или подобрать правильный Да, диаметр. Ну подобрать. вот красиво, кстати. Смотрите, на цветочек похоже очень. Очень даже. Так. То есть мы все это закрываем, чтобы
Фарш остался внутри перчика. внутри перчика. Да. И сейчас мы аккуратно разместим их в казаночке. Так, Наши перчики. берем Вот так. дополнительный казан, то есть не наливаем туда ни масла, нет, ничего. Нет, нет. Вот они должны, конечно, Давайте я помогу. стать. Сейчас мы все это сделаем. Сегодня мы готовим не только вкусно, но и красиво. Это непременные условия, потому что... Праздник тоже красивый. Во-первых, праздник очень красивый. День учителя. Это праздник, мне кажется, всех людей нашей страны, потому что школа именно в России занимает ведущую роль в плане воспитания подрастающего поколения. И теперь заливаем туда бульон, добавляем бульон. Тот самый бульон, который мы сегодня приготовили из бульон баранины. сваренный на бараньих костях. Ой, ну, не так, не так. Так, не так. ну-ка, ну-ка, ну-ка. Надо это делать аккуратненько, вот так сбоку. Ой, какой аромат. Я бы бульончик на самом деле уже сразу поел. Ну, он останется немного. Сколько Так что готовятся у нас наши перчики? Наши перчики будут готовиться 40 минут. Как раз, в принципе, это время обычного стандартного урока. Да, и в это время мы будем готовить соус еще для перчиков, потому что перчики без соуса, ну, мало кто любит. Так. Вот все. И сейчас они будут у нас вариться. До красивого праздничного ужина. Ну, я думаю, к обеду успеем. Да. А можно и утром это блюдо с удовольствием Можно покушать. и утром. Осталось Да. 40 минут. Давайте подождем и попробуем. Тутаралган бараш – фаршированный перец. Для начинки смешали бараний и говяжий фарш. Добавили мелко нашинкованный репчатый лук, натертую на мелкой терке морковь, приправили специями и тщательно перемешали. Полученный фарш разделили на две части. В одну часть добавили отваренный рис, а в другую – заранее замоченную полбу. Обе начинки еще раз как следует перемешали. Далее очистили болгарский перец, наполнили его подготовленной начинкой и уложили в казан. Сверху перцы залили бульоном из баранины, накрыли крышкой и варили 40-50 минут. Уважаемые телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, то мы вас ждем в нашей группе ВКонтакте. Выкладывайте фотографии ваших блюд и готовьте вместе с нами. Елена Германовна, посмотрите, какая красота у нас получилась. Замечательный праздничный стол, которому позавидует любой учитель России. Я надеюсь, что сегодня у всех учителей России не менее красивые столы. И очень вкусные обеды уже приготовлены для всей семьи. Но я думаю, что и нам пора попробовать. Так, Мне Вам- с полбой. вам с полбой, да? Тогда я себе с мясом. Так, то есть получается один перчик и самый главный бульон, да? Обязательно бульон, да. И еще у нас есть замечательный соус. Мы сделали из сметаны. Туда мы чеснок натерли, Огурчики. огурчики. Дорогие учителя, мы готовили это блюдо с любовью и только для вас. Хотя пробуем вдвоем. Прошу вас, Елена Германовна. Байрам белен, виктемле. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Но если вот так вот будут питаться все учителя России, то, мне кажется, образование в нашей стране поднимется на 2 уровня выше. Очень вкусно, а соус прям на 5 баллов. Кто как питается, так и работает. У вас есть прекрасная возможность еще раз поздравить учителей Татарстана. Дорогие коллеги, поздравляю вас с праздником, с нашим профессиональным. Желаю вам творческих успехов, подъема душевного, много сил, желания работать. Бигзер Рахмет! Уважаемые учителя, мы еще раз искренне вас поздравляем. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и побольше самых лучших выпускников, учеников. А вам большое спасибо, наши искренние поздравления, Бигзер Рахмет. Сегодня с нами готовила почетный работник образования Российской Федерации, очаровательная Елена Германовна. Большое спасибо. Пока-пока, слава богу, достар. С нами вкусно, не забывайте это. Мы готовим на кухнях Белоруссии.
Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.